Сегодня я назвал свою проповедь «Путь жизни». Скажите, путь жизни. Путь жизни. Знаете, наверное, есть этапы, как мы познаем Господа. И судя, как я пришел к Богу, да, это было в 90-е годы, знаете, и сейчас я сравниваю тоже, как там было и как сейчас. И везде как бы свои сезоны, свои этапы. И, знаете, когда я пришел к Богу, что-то внутри меня загорелось. Я сказал: Иисус Господь, да? И Бог вошел в мое сердце. И знаете, как будто вот взяли в меня огонь, вложили. Все, и я сказал: все, Господь, Ты меня зажег, я иду за Тобой, я оставляю все. Я сказал: мама, все, у меня начинается новая жизнь, я иду в библейскую школу, и ничто меня не могло остановить. Я шел как танк просто. Но потом какие-то моменты проходили, и знаете, первый огонь, что ли, он немножко так приутих, и я впал в какой-то такой, непонятно что. Я превратился в какого-то того, просто иду, особо не осознавая, и понял, что что-то не то, надо что-то менять в своей жизни. И знаете, в жизни разные этапы происходят. И слава Богу, знаете, посмотрите фильм до конца. Вот мы все пришли к Богу. Дойдите до конца. Не останавливайтесь. Будьте, знаете, написано, верою и долготерпением наследует обетование. То есть начало это важное, но конец еще важнее. Пусть в конце ты просто, Господь тебе скажет: верный, добрый раб, верный, добрый раб. Аминь. Знаете, вначале, наверное, какая-то дисциплина нужна. Нужна дисциплина. Ты дисциплинируешь себя, ты знаешь, что есть молитва, ты должен размышлять над Словом Божьим. И есть дисциплина, ты буквально берешь себя за охапку, да, и приводишь свое тело, например, сюда. Или там внутри что-то есть. Да, надо это делать. Да, надо вот это делать. Это как бы начальный этап. Но потом далеко вот так, скажем, Бог не хочет, чтобы мы следовали за Ним чисто механически. Бог хочет, чтобы у нас были живые отношения с Ним. Аминь. Ты же не хочешь разговаривать с роботом там каким-то, да, который все время говорит: аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь. Это что-то неестественное и как бы нехорошо. Мы же живые люди. Да ведь? И тогда, знаете, я начал размышлять в другом направлении. И я понял, что не просто христианство – это не что-то механическое. Это что-то связано с жизнью. Скажите, жизнь. Потому что Бог есть жизнь. И как бы мой совет такой, что ли, да, что познавайте Господа как жизнь. Что это такое жизнь, да, как бы, да? Вот мы пришли, я живу, я там хожу, я что-то делаю. Это жизнь или не жизнь? Вроде бы как бы жизнь, да? Я ем, я что-то смотрю. Не напоминает это что-то, как сказать, это просто какое-то какое-то движение, да? И вот жизнь. Для кого-то жизнь, да, там весело проводить время какое-то, да, вроде жизнь. Знаете, это как Экклесиаст говорил, да? Да, я решил делать то-то, то-то, там. Я решил увеселять себя, и он увеселял себя. Но потом он увеселял, потом как-то не весело стало. Он сказал: это, оказывается, тоже томление духа. Это суета и томление духа. И потом он сказал: так, душа моя, буду делать то-то, то-то. И он там еще что-то делал. И потом опять это томление духа. Это все суета.
Да, вначале вроде все хорошо, хорошо, но оказывается, это тоже суета. И в конце Экклесиаст, он один из мудрейших людей был на земле, самый мудрый, да? Господь дал ему мудрость. И он в конце книги, это книга Экклесиаста, знаете же, такая книга есть. Он что сказал? Бойся Господа, и заповеди Его соблюдай, в этом все для человека. Ну и то, как бы бояться Бога, да, это важно, бояться Господа. Ну что значит бояться Господа? Вот боишься Господа, и что ли? Ты следуешь Его заповедям. Но знаете, мы живем в Новом Завете. И в Новом Завете, знаете, Бог хочет привнести нас в новый этап. Не зря же, мы же не в Ветхом Завете живем. Да? Ветхий Завет, он прошел. Век закона, так скажем, да? И мы переходим в новый этап. И Бог хочет, чтобы мы перешли в новый этап. И вот я сказал, путь жизни. Путь жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, это как совет, как мы можем духовно возрастать, как черпать силу. Когда я начал в этом направлении размышлять, в этом направлении двигаться, я получил вот это вот. Для меня это вдохновение. Каждый раз, когда я окунаюсь в эту тему, думаю, о, слава Богу, Бог каждый раз меня вдохновляет, и это я оттуда черпаю жизнь, черпаю вдохновение, черпаю силу. Давайте вот посмотрим Иоанна 6,63. Иоанна 6 глава, 63 стих. Иисус сказал, Дух животворит, плоть не пользует немало, слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Скажите, Дух и жизнь. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Кто может вот про себя, вот Иисус, Он про себя сказал, когда я говорю, в этот момент в этих словах есть Дух и жизнь. Кто из нас способен, вот как Иисус, вот можете так сказать про себя? Когда я говорю, в этих словах моих есть суть, Дух и жизнь. В сущности, слова, которые Иисус Он проповедовал, в сущности, это Дух и жизнь. Вот вы способны так сказать про себя? Знаете, надо верою. Иисус же сказал, будьте как, мы же подражаем Господу Иисусу Христу. И в конце концов мы проповедуем. Иисус что сказал? Идите проповедуйте, да? Евангелие всему творению. И вначале мы проповедуем, так сказал Господь, и мы идем проповедуем, да? Что такое проповедь Евангелия? Это что-то такое, просто какое-то учение дать. Можем мы сказать, как Иисус, слова, которые я говорю, суть Дух и жизнь. Вот так ты можешь сказать? Слова, которые я проповедую, в существе своем, в самой сущности, в самом сердце, что ли, да? В глубине это суть Дух и жизнь. Дух и жизнь. Смотрите, Дух связан с жизнью. Жизнь, она в Духе. Аллилуйя. И Иисус, давайте вот следующее местописание посмотрим. Иоанна 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, погубить. Это дьявол, да? Дьявол, он приходит, цель у него одна – украсть, убить, погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Имели жизнь. Иисус не сказал, я пришел, чтобы вы имели богатство, чтобы вы имели деньги, чтобы вы имели там еще что-то, да? Что-то такое материальное, что-то такое. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Бог есть жизнь. Знаете, и сегодня я бы хотел поговорить о некоторых атрибутах, что ли, да, качествах жизни. Потому что что есть познание Бога?
познание Бога – это познание жизни на самом деле. Познание Бога – это не то, что, ладно, Бог, Он всемогущий, всеведущий, там. Познание Господа, познание жизни. Насколько ты знаешь Бога, насколько ты знаешь жизнь. Потому что настоящая жизнь, она только в Боге. Потому что Иисус сказал: я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Вот для чего Иисус пришел. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы у нас была жизнь. Скажите жизнь. Скажите соседу: Бог хочет, чтобы у тебя была жизнь. Соседу повернитесь и скажите: Бог хочет, чтобы у тебя была настоящая жизнь. Скажите: настоящая жизнь. И жизнь с избытком. Скажите: жизнь с избытком. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Настоящая жизнь, она в Боге. И смотрите, на самом деле об этом всю вечность можно говорить. Но сегодня я хотел бы, некоторые аспекты, которые я увидел, я хочу вам это рассказать. Потому что познание Бога, на самом деле, это есть познание жизни. И мы живем, и можно спросить некоторых людей, что такое жизнь. И они говорят, прожить эту жизнь, да? Ну что такое настоящая жизнь-то? Что есть настоящая жизнь? Вот наша жизнь человеческая – это жизнь. Но мы же умираем. Никто же не живет 300 лет. Говорят, там монахи, может, где-то там живут, может быть, 300. Но я видел одного такого, который прожил там, которому сколько, 300 то ли, 200. Он весь, очень старый человек. И как вы думаете, это жизнь или не жизнь? Это не жизнь. Раз она подвергается смерти, это же не жизнь. Или вот мое тело живет, если вот так вот взять ее, посмотреть, под микроскопом, там жизнь есть или есть? На самом деле есть, но это не та жизнь, которую Иисус, Он решил нам дать. Который Иисус сказал: я даю вам жизнь, я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Это не вот это движение клеток в моем теле. На самом деле все вот эти жизни, это всего лишь прообразы, тени, которые указывают на настоящую жизнь. Вот потрогай свое тело. Вроде я живу, да? Это всего лишь тень. Тень того настоящей жизни, настоящей. Настоящая жизнь, которая никогда не прекращается. Вечная жизнь. Она никогда не умрет. И эта жизнь, это жизнь Божья. Аллилуйя. Когда Иисус, Он воскрес, и Он в новом теле, да? В новом теле Он проходил через стены, Он вознесся на небеса в новом теле, и Он обрел вот эту вечную жизнь, да? И Он никогда, миллион лет, миллиард лет, бесконечно, Он будет вечная жизнь. Аллилуйя. И вот такую жизнь Бог решил дать нам. Слава Господу! Слава Господу! Первый тезис. Жизнь. Что есть жизнь? Жизнь есть сам Бог. Скажите: Бог. Настоящая жизнь – это сам Бог, Господь Бог. Он не смерть. Вот дьявол – смерть, да. Дьявол, он владыка царства смерти. Но Бог, Он жизнь. Давайте место посмотрим. Иоанна 1 глава. Иоанна 1 глава. С 1 стиха лучше почитаем. Ничего, я давал 4, но почитаем с 1. Вначале было Слово, да? И Слово было у Бога. Слово с большой буквы. И Слово было Бог. То есть Слово
Божье Слово. Слово – это и есть Иисус. Вначале можно вместо слова написать Иисус. Вначале был Иисус, Иисус был у Бога, и Иисус был Бог. Да? Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все в этом мире, оно вот через Слово Бог сказал, и мы книгу Бытия, если почитать, то оно появилось. Бог сказал, и появилось. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. То есть все Бог путем провозглашения своего слова, слово исходит от Бога, получается, да? И через слово все сотворил Бог, да? Что начало быть, все начало быть, да? Через слово. И 4 стих, смотрите. В нем была жизнь. Аллилуйя. И жизнь была свет человека. Смотрите, в нем была жизнь. Бог – источник жизни. Вот это слово, в нем была жизнь. Аллилуйя. Иисус, Он про себя сказал, слова, которые я говорю, суть дух в сущности своем. Это дух и жизнь. В нем была жизнь. Бог есть жизнь. Аллилуйя. Настоящая жизнь, есть жизнь, есть личность. Этой личностью является Иисус. Скажите, Иисус есть жизнь. Настоящая жизнь. Хочешь жить? Хочешь жить? Прилепляйся к Иисусу Христу. Будь вместе со Христом как одно. Вот тогда у тебя будет настоящая жизнь. Аллилуйя. Слава Господу. И знаете, мы приняли Иисуса Христа. Господь поселился в нашем сердце, в нашем духе, да? И мы обрели вот эту божественную жизнь. Слава Господу. Как чудесно. Как чудесно, да? Иоанна 14 глава, 6 стих. Иоанна 14, 6. Интересно, я когда готовился, я искал места Писания про жизнь. И в основном от Иоанна. В Евангелии Иоанна очень много говорится про жизнь. Потому что основная тема Евангелия Иоанна – это и есть жизнь. Потому что он начал так, что в нем была жизнь. Начало Евангелия – жизнь. Если хотите знать, что есть жизнь, читайте Евангелие от Иоанна. Если хотите иметь жизнь и жизнь с избытком, то вот Евангелие от Иоанна. Да? 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть им путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус про себя сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Путь. Да, вначале был путь. Я пошел этим путем. И мы все пошли этим путем, да, путем Иисуса Христа. Путем Иисуса Христа. И мы поняли истину, что истина это вот в Библии оказывается. Истина это в Иисусе Христе. Истина это не просто какая-то информация. Истина это личность. И этой личностью является Иисус Христос. Он не просто говорит истину, Он сам есть истина. Аллилуйя. Аминь. И Он что сказал? «Я есть путь, истина и жизнь». Аллилуйя. Слава Господу, потому что истина, она всегда связана с жизнью. Этот путь всегда приведет к жизни. Идите путем Иисуса Христа, путем истины, который есть сам Христос. И тогда вы обретете вот эту жизнь. Вы почувствуете эту жизнь. У вас будет переживание этой жизни. Это самое чудесное, что мы можем, мне кажется, иметь здесь, на этой земле. Мы можем переживать настоящую божественную жизнь. Аллилуйя. Так ведь? Так ведь? Когда ты просто в присутствии Божьем. Вот сейчас, слава Богу, есть ощущение жизни. Есть же ведь ощущение жизни. Когда ты приходишь в церковь, например, да? Есть какие-то ощущения, переживания? Что-то же есть, да?
И есть какой-то свет в церкви, есть в общении, когда ты общаешься с братьями и сестрами, на домашней группе, например. Вот мы начали свою домашнюю группу, и пришли братья, и мы общались. Вот, сразу такое присутствие пришло, так хорошо стало, знаете, потому что вместе с жизнью приходит и радость, да? Радость и свет, как будто твой дом наполняется каким-то светом. И знаете, эти ощущения, они не обманчивые. Это не обманчиво. Действительно есть свет, действительно есть радость, действительно есть вот это вот переживание вот этого жизни. Есть это переживание. Обращайте внимание на свое внутреннее. Недаром вот Павел говорит, да, вникай в себя. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вникай в себя. Вот что ты переживаешь внутри себя? Есть ли у тебя мир в сердце, да? Есть ли радость в сердце? Если радость и мир есть, ну, все хорошо, значит, все нормально. Я в нем, и он во мне, я в этом потоке. Но если есть беспокойство, какие качества? Беспокойство, там, болезнь, немощь какая-то, слабость. Знаете, это переживание смерти на самом деле. Эта смерть, она производит свою работу. И смерть это, державу смерти имеет сатана, дьявол и грех в нашей плоти, да? И плоть, вот этот грех, он может привносить вот это чувство смерти, беспокойства, заботы какие-то, страхи всякие, да? Это работа смерти в нашем теле. И дьявол пытается, да, его цель, как мы читали, да, украсть, убить, погубить. Но, слава Богу, у нас же есть божественная жизнь. Аллилуйя. Эта божественная жизнь, она сильнее, чем смерть. Аллилуйя. Итак, мы говорим, что сам Бог есть жизнь. Иисус что про себя говорил? «Я есть им воскресение и жизнь». На самом деле, жизнь – это сам Бог, содержание Бога. Жизнь – это содержание Бога. Хочешь знать Бога? Насколько ты знаешь жизнь, настолько ты знаешь Бога. Я имею в виду не вот эту жизнь земную, человеческую, но духовную жизнь, которую можно ощутить, которую можно переживать, которому я сейчас пытаюсь вас как бы вдохновить. Слава Господу. Итак, первая жизнь – это, скажите, жизнь равно Бог. Жизнь равно Бог. Жизнь есть, Бог есть жизнь. Иисус про себя сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Вне Бога нету жизни. Хочешь настоящую жизнь, прибудь в Нем. Прибудь в Нем, и Он в тебе, и тогда ты будешь иметь вот это вот, ты будешь переживать вот эту настоящую божественную жизнь. Как только ты будешь отходить от Бога, все, там суета, там смерть. Теперь, смотрите, каждая жизнь, вот мое тело живет. Это биологическая жизнь. Жизнь моей души называется психия. Греческое слово психия – это жизнь моей души. Душа моя тоже живет. У нее своя жизнь. В моем теле циркулирует вот, жизнь моего тела. Да? И каждая жизнь животных есть, да? Жизнь растений есть. То есть много разных жизней. Но все вот эти жизни – это всего лишь тени, образы, так скажем, да? Изображение настоящей божественной жизни. Они всего лишь указывают. Если я посмотрю на свое тело, я могу некоторые тут принципы получить, но эти принципы можно применить к духовному, который есть настоящее. Потому что настоящая жизнь – это сам Господь Бог. Аллилуйя! Смотрите, каждая жизнь имеет красоту. Скажите, красоту. Посмотрите на соседа, скажите, какой ты благословенный, красивый брат, сестра. Аллилуйя. Знаете, наиболее красиво – это то, что имеет жизнь. Наиболее красиво – это то, что имеет жизнь.
Я когда смотрю на природу, например, мне очень нравится. Мне всегда нравится выход на природу, для меня это как праздник. Я любуюсь природой, я любуюсь растениями. Как много там растений, как много животных. Наша земля, она живая, населена жизнью, правильно? На земле. Недавно я смотрел снимки Марса, там сделали там. Обыкновенные там какие-то горы пустые. Та же пустыня. Не так уж красиво. Наша земля по сравнению с Марсом, она очень красивая. Каждая жизнь, она имеет красоту. Посмотрите на птиц. Птицы, как красиво Господь сотворил, да? Да. Животных, как Бог красиво сотворил. Наиболее красиво то, что имеет жизнь. Аллилуйя. Цветы какие. Да ведь? Цветы какие красивые. Так ведь? Жизнь, одной из характеристик жизни – это красота. Аллилуйя. Слава Господу. И знаете, все это указывает на красоту Божью. На красоту Иисуса Христа. И Христос, Он, если, не знаю, некоторые говорят, видят Иисуса Христа, видение бывает там, да? Иисус является, и они не говорят, Его глаза, например, это все, это просто люди просто бывают, они видят Иисуса Христа и говорят, это самая притягательная личность во всей вселенной. Кто видит Бога, тот видит совершенство красоты. Все живое здесь на земле, это всего лишь тень того, насколько красив наш Господь. Он совершенство красоты, вот так скажем. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Следующее. Скажите, богатство. Богатство жизни. Жизнь, она богата. Посмотрите на природу. Да? Сколько видов растений? Кто знает, сколько видов растений? Никто, наверное, никто не сосчитал. Сколько видов растений? Сколько видов животных? Сколько видов там насекомые? Насекомые, там разные там паучки. Невозможно сосчитать. И все это жизнь. Так ведь? Люди. И человеку это совершенство, венец творения. Венец творения, да? Человек это венец творения. Аллилуйя. Совершенство красоты. Давид говорил, я дивно устроен. Ты соткал, так чудно соткал внутренности мои. Сегодня утром я молился, я читал этот псалом, он говорил, так чудно ты соткал внутри меня внутренности мои. Смотрите, как там чудно все, там все прямо продумано. Прямо все, тютелька в тютельку, чуть-чуть там, если что-то будет, и чуть-чуть нога кривая будет, будешь, и некрасиво будет, правильно? Но Бог так чудно сотворил. Так ведь? Смотрите, богатство жизни. Господь, это все указывает на то, что наш Господь Иисус, Он такой богатый. Представь, Бог, который сотворил всех этих животных, насколько Он сам тогда такой. Богатство жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, в детстве почему-то мне нравилось ходить в краеведческий музей. Прямо почему-то что-то меня тянуло туда. И мы заходили туда. И там, картины такие висели. Может быть, помните, нет? И там, типа доисторические животные, там огромные там бабочки, там типа там. Сейчас бабочки же маленькие, но в те времена они были большие, да? Типа доисторические там времена. Потом я начал размышлять. Это же не... И это так меня привлекало, интересно, думаю,
теорию эволюции они тогда говорили. Да? Но я сейчас понимаю, что это был рай на земле. До того тут на земле хорошо было, что бабочки, они вырастали больших размеров, и они спокойно летали, они были такие красивые. Да? Не только бабочки, но и там всякие животные, там динозавры, мамонты, все там, все это. И это как бы буйство, так скажем, буйство жизни, да? Буйство жизни было вот на земле до грехопадения. До грехопадения земля просто, цвела и пахла, все тут летало, все тут, жизнь кипела ключом. Так ведь? Так ведь? Сейчас, про землю, конечно, тоже хорошо, но я не думаю, это не сравнится с тем, что было в Эдемском саду, когда не было грехопадения. Поэтому вот там были огромные, там вырастали в огромных размеров, то есть никак зла не было, смерти не было, там львы не пожирали там других зверей, да? Но в тысячелетнем царстве, когда в грядущем царстве, вот так и будет, львы они не будут кушать. Там написано, что они будут траву кушать, львы. Аллилуйя. Смотрите, каждая жизнь имеет, и так мы сказали, каждая жизнь, она красивая. Каждая жизнь, она богата. Да? И жизнь также имеет силу. Скажите, силу. Смотрите, растение, когда семечко посадишь, оно вот малюсенькое, вот такое семечко, вот такое. Горчичное зерно, как Иисус говорил, вот горчичное зерно, оно очень маленькое, но когда оно вырастет, целое дерево горчичное вырастает, да? Или вы видели, может быть, там, да, когда какое-то растение растет и сквозь асфальт, вот она пробивает асфальт и вырастает. То есть есть сила жизни. Вот что-то в нас есть, вот эта сила, она есть. Вот что-то же тянет вас, вы же идете за Господом. Так ведь? Что-то есть? На самом деле это закон Духа жизни, который действует в нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Каждая жизнь имеет силу, которая действует по определенному закону. По определенному закону. Пчелы летают, потому что в них есть закон, пчелиный закон. Их никто не учит там летать. У них это врожденное. Вообще в любой жизни есть врожденный закон. Скажите, врожденный закон. Этот закон действует автоматически. Автоматически. Вы знаете, в мое сердце сейчас бьется, я не контролирую его, до сердца стучи, не останавливайся. Я не контролирую. Оно само по себе стучит, да стучит. Это врожденный закон моего тела, жизни, биос, который внутри меня есть. Это всего лишь один закон. Тут еще куча, тут тысячи законов действуют внутри меня. Кровь, она должна быть определенного там давления должно быть, да? 120 на там сколько? 80, да? А это же и не больше, и не меньше. Если больше, это уже патология, это уже болезнь какая-то, да? Но внутри нас тут тысячи законов действуют, которые мы не контролируем, которые действуют автоматически. Это врожденный закон, и этот закон есть в каждой жизни. Знаете, интересно, я недавно наткнулся на ролик, как бы, да? Искусственный интеллект обнаружил язык этих китов. Я удивился. Киты, оказывается, разговаривают там друг с другом на китовом языке, и искусственный интеллект, там, они там все там записали, тысячи там этих голосов записали и дали распознать искусственному интеллекту, и интеллект там распознал китовый язык. Я думаю, вот это да, вот это да, у них там, они там разговаривают друг с другом. Смотрите, это, можно сказать, закон китовой жизни, да? Так ведь? Так ведь у них свои законы там тоже. В каждой жизни есть свой закон. И все это указывает. Знаете, вот есть закон моей
закон моего тела, да? Есть закон моей души. Вот если меня наступить на мою мозоль, я крикну тоже, наверное. Это будет, и причем это будет автоматически. Знаете, это каждого из нас. Потому что или резко там в темноте вдруг что-то будет, страх автоматически действует, правильно? Это закон моей души, так скажем. Это примеры этих законов. Высший закон какой? Это закон духа, да? Закон духа жизни. Римлянам, какая там была? Римлянам 8 глава, 2 стих, да? Римлянам 8:2. Потому что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Кстати, закон греха и смерти тоже имеет свой закон. И в 7 главе там Павел, он пишет вот эту борьбу, когда закон греха и смерти, и он пытается бороться с этим законом, да, и он не может победить этот закон. Он хочет делать доброе, но вместо доброго, наоборот, делает злое. И вот этот закон греха и смерти, он действует через плоть, да, через плоть. И в конце, и Павел говорит, закон-то добра у меня есть. Я знаю, что надо делать доброе, да, но не могу. Я хочу делать доброе, но не получается у меня. Хочу делать доброе, и тут же у меня прилежит злое. И оно меня побеждает, и я опять согрешаю. Я опять творю зло. Да, в 7 главе вот эта борьба идет внутри Павла. И он в конце концов, ой, бедный я человек, кто меня спасет от этого? И потом он говорит, благодарение Богу, да, что он наконец-то вел взор на Бога. Знаете, в этом ключ, кстати говоря. Ключ: хотите иметь победу над грехом? Мы же хотим иметь победу над грехом. Мы не хотим, чтобы грех давил на нас. Тогда что написано? Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Надо просто отдаться закону духа жизни. Прибудьте во Христе и прибудьте в этой божественной жизни. Тогда это будет автоматически. Ты победишь грех. И это будет не твое усилие. Не старайся там победить грех. Почему? Потому что когда только начинаешь стараться, ты подпадаешь не в закон духа жизни, а в закон добра, который внутри меня есть. И как только я действую только законом добра, который внутри есть, закон добра, он у всех людей есть. И у верующих, и у неверующих. У всех есть людей, есть вот этот закон добра, который в уме. Да, каждый человек понимает, что надо добро делать. Нельзя жить вот так плохо. И люди пытаются, но не могут, потому что закон добра, он слабее, чем закон греха и смерти. И тогда я говорю, сдаюсь, Господь, сдаюсь. Сдаюсь, Господь. Пусть Твой закон действует. Закон духа жизни. Скажите, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя. Смотрите, итак то есть мы поняли, что еще один признак, атрибут жизни, да, что жизнь имеет свой закон. Каждая жизнь имеет свой закон. Следующий пункт. Общение. Скажите, общение. Чтобы иметь божественную, чтобы Божья жизнь в нас текла, росла, должно быть общение. Общение духа причем. Общение духа. Мы общаемся с Богом. И это не на уровне чувств, эмоций, это на уровне духа. Наш дух общается с Божьим Духом вот на уровне духа. Дух как раз-таки нас предназначен для общения с Богом. Для общения с Богом надо применять правильное
орган. Для общения с Богом мы не применяем наш разум. Да? Для общения с Богом Бог придумал внутри нас орган. И этот орган – это наш дух. Только духом мы общаемся с Богом. Не применяйте правильные инструменты в общении с Богом. Да, у нас есть разум, но не разумом мы познаем Господа. Разум, он должен обновляться посредством Духа. Аллилуйя. Настоящее познание идет от Духа. Откровение – это в Духе всегда происходит. А разум потом начинает соглашаться. Точно, правильно, оказывается вот так вот, оказывается вот так. Да? Но общение, оно всегда в Духе. Но теперь такой вопрос, что такое общение вообще? Это что, просто вот так вот, я слова говорю, и мне слова говорят? Общение. Отношения. Да. На самом деле, знаете, общение – это течение. Скажите, течение. Это как река течет, вот то же самое общение. Когда даже можно общаться не словами. Когда ты рядом с человеком сидишь, есть общение в духе. Аллилуйя. На самом деле, общение происходит между духами. Вот мой дух и твой дух. Вот это самое настоящее глубокое духовное общение. Аллилуйя. Когда мы что-то говорим, да, общение выражается в словах, да, но на самом деле соединяются наши духи. Когда, например, домашняя группа проходит, вот в этот момент, когда мы затрагиваем духовные вопросы, мы говорим о Слове Божьем, в этот момент происходит вот этот тайна. Это тайна. Это незаметно, но наши духи не соединяются на самом деле в Духе Святом. Аллилуйя. Общение – это течение. Аллилуйя. И это мы должны постоянно поддерживать. Мы должны постоянно поддерживать общение с Богом. Слава Господу. Вот, например, сейчас, я думаю, многие из вас в этот момент идет общение с Богом. Господь что-то говорит в сердце. Неслышимым голосом. О, сестра, не дай Бог. Не старайтесь услышать физически. Не тот дух может прийти. Не дай Бог, какой-то дух придет, и вы услышите там. В основном Бог говорит тихим голосом внутри твоего сердца. Внутри твоего есть такое ты чувствуешь это общение. Аллилуйя. И мы подходим, что, как я говорил, что жизнь – это есть содержание, сам Бог. Жизнь есть сам Бог. И жизнь есть содержание самого Бога. Но знаете, Бог, если Он будет сам по себе, то никакого толку-то и нету. Например, мусульмане, да, они же верят в Бога. Но у них Бог где-то там далеко, а мы здесь. И это подводит нас к тому, что Бог, Он не просто содержание жизни, но Он есть течение жизни. Скажите, течение жизни. Проистечение жизни. Проистечение жизни. Бог, Он, знаете, Бог течет. Аллилуйя. Это что-то, движение какое-то есть. Аллилуйя. Бытие. Почему? Вот интересно так, да? Бытие, откроем Бытие. Бытие, 2 глава. И там написано, что написано? Давайте так прочитаем. Из Эдема выходила река, да? Для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки. Давайте дальше. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошей, и там Далах, и камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки
Хидекель, она протекает перед Ассирией, 4-я река Ефрат. 4 реки выходила из Эдема. Ну, Бог, Он образами, намеками. Почему, какой толк Богу какие-то реки там называть, да? Аллилуйя. Бог намеками говорил. Он как бы говорил, вот реки, я река жизни. Бог как бы так говорил. Указывая на вот эти реки, он говорил, он как бы намеками говорит, я река жизни, которая течет. Аллилуйя. И духовная жизнь в духе обязательно есть течение. Когда ты общаешься, есть общение с Богом, и оно как бы в духе. Ты даже когда делаешь обыденные дела, ты можешь находиться в Боге. Ты можешь находиться в Боге. Есть какое-то невидимое общение, невидимое течение, которое, как вот эти реки, они исходят из Эдема и проистекают, все орошает всю эту землю. Аллилуйя. Есть у тебя такие ощущения, что есть какое-то вот течение, есть какое-то вот общение. Общение подразумевает течение. Аллилуйя. И там золото написано, и бдалах, и камень оникс. Все это указывает на нашего Господа, триединого Бога. Бога Отца, Сына, Святого Духа. Аллилуйя. Золото – это божественная природа, которая в нас. И если мы имеем вот это общение с Богом, золото, ты становишься золотым. Аллилуйя. И написано, что огнем испытываемое золото, чтобы вера ваша, она стала как драгоценнее огнем испытываемого золота. Аллилуйя. Бог вот этого чего добивается. Но чтобы это в нас возрастала божественная природа золота, камень оникс и бдалах. Бдалах – это смола, да? Растительная, ароматы. И золото указывает на божественную природу, да? Аллилуйя. Бдалах – это когда мы проходим какие-то страдания, может быть, то это тоже формирует в нас характер Божий. И знаете, это все в русле течения вот этих реки. На самом деле река жизни, которая течет из нас. То есть Бог, Он проистекает. Бог, жизнь – это проистечение Божье. Аллилуйя. Вот что такое настоящая духовная жизнь, она всегда проистекает, она течет внутри тебя. Аллилуйя. Это божественный поток. Это живой поток, который течет внутри из твоего духа. Иисус что сказал? Из чрева моего, уверовавших в меня, из чрева потекут реки воды живой. Аллилуйя. Живая вода. Аллилуйя. Живая вода, она течет из тебя. Когда ты в молитве, ты в присутствии, ты молишься, ты языками молишься, в этот момент особенно, я думаю, наш дух, он активизируется, и реки воды живой, они текут. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, вот эта вот мысль о том, что Бог, это жизнь Божья, это проистечение Бога, она через всю Библию проходит. В Бытие говорится о реках. В Числах 20 главе была история, когда там израильтяне, они возроптали, да? Дайте нам воды, Моисей. Они начали роптать. И тогда Моисей, он ударил в эту скалу, и скала рассеклась, и потекла живая вода. Это указывает на Иисуса Христа то же самое. Иисус был рассечен. На кресте, когда он висел на кресте, он был рассечен. Он скала. Иисус, он скала, которая была рассечена, и в результате этого рассечения потекла живая вода. Благодаря Иисусу Христу теперь мы можем иметь вот эту вот божественную жизнь. Мы имеем проистечение Бога в нас. И мы имеем реку воды жизни, которую мы можем сказать: Господь, из меня течет река воды жизни. Слава Господу за эту Твою божественную жизнь. Ты внутри меня теперь. И Ты проистекаешь из меня, и в меня то же самое. Аллилуйя!
Следующее, Иоанна 7 главе, да? Да, 37-38. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Иисус, он громким голосом там, во время праздника встал и сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует, как написано, из чрева потекут реки воды живой. Аллилуйя! Слава Господу! И в Откровении, в конце концов, да, Откровение, самая последняя книга Библии, в самой последней главе, Бытие, помните, в самой первой главе, да, тоже там были реки, да, но теперь в Откровениях река жизни. Откровение 22:1. И показал мне чистую реку воды жизни, да, воды жизни, да, аллилуйя. Как написано? Светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. От престола Божьего течет эта река жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! Вечная жизнь. Знаете, можно сказать, ладно, когда я умру, там попаду в небесный город, и вот тогда только я наслажусь там рекой жизни. Почему обязательно умирать-то? В тебе Божий престол теперь. В твоем духе теперь престол Божий. Скажите, престол Божий внутри меня. Оттуда течет река жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Чистая, как кристалл. Аллилуйя. И в этой реке растет древо жизни. Слава Богу. Божественная жизнь, она в тебе. Это Бог, который проистекает из тебя. Аллилуйя. Смотрите, какие атрибуты жизни, да? Все это мы про жизнь говорим. Аллилуйя. Об этом можно много говорить. Это я вот то, что нашел, это как откровение внутри меня. Слава Господу. Слава Богу. Вы получаете что-нибудь? Аллилуйя. Смотрите. Аллилуйя. Когда мы благовествуем, да? Когда мы проповедуем, настоящая проповедь вообще, я верю, что это не просто что-то, информацию какую-то даешь, информацию. Настоящая проповедь, я верю, она должна быть живая. Ты должен коснуться так человека коснуться, чтобы божественная жизнь, она коснулась. И тогда человек, он просто не устоит. Знаете, нет ничего красивее, так, желание, чем сам Господь Бог. Если ты сможешь коснуться человека, ты будешь проповедовать, ты будешь говорить Евангелие Иисуса Христа, да? Ты коснешься его духа, сердца, то человек, он примет, он откроет свое сердце. И вот это божественное семя, это семя жизни, это Слово Божье, да? Это Слово жизни, которое ты вложишь в сердце человека. Аллилуйя. Ты совершишь великое дело. Человек, он примет, сердце откроется, и божественная Божья жизнь, она войдет. Аллилуйя. И появится новый человек. Новое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Аллилуйя. Божественная жизнь, она войдет. Аллилуйя. Как чудесно. Но для того, чтобы так говорить, ты должен научиться. Это навык, что ли, да? Во-первых, нормально у тебя доктрина должна быть, чтоб не ересь там какую-то там нести. Типа там Бог один, Иисус это всего лишь человек. Это все. Никакой жизни там не будет. Это будет вид жизни. Но Бог есть Отец, Сын, Дух Святой, да? Аминь. Бог, Он триединый. Отец, Бог есть любовь, да? Иисус есть жизнь, да? Дух Святой это проистечение этой жизни, это достижение тебя. Дух Святой, Он достигает тебя. Отец, Он источник. Иисус, Он как русло. Дух Святой достигает нас. Дух Святой делает нас все это реальным. Человек может ощутить именно Духа Святого. Что-то практичное. Дух Святой это реально здесь, на земле. Дух Святой все это делает реальным, действительным. Аллилуйя. Итак, жизнь это проистечение Бога. Да? Мы сказали, что жизнь это сам Бог, да? Мы сказали, что жизнь имеет красоту, богатство
и силу. Да? Каждая жизнь имеет свой закон. Мы сегодня учимся, что такое жизнь, что есть жизнь. Причем жизнь Божья, божественная жизнь. Мы учимся, да? Мы учимся. Каждая жизнь имеет закон, и в божественной жизни всегда подразумевается общение. Общение жизни, общение духа. И там разные термины. Есть общение веры, например. Я хочу, чтобы, как там было? Чтобы общение веры, как Павел говорил-то, чтобы общение твоей веры оказалось деятельным, да, в познании всякого добра, который мы имеем во Христе Иисусе. Мы имеем общение, мы имеем, и мы сказали, что жизнь это Бог, который проистекает, который течет. Да? Аллилуйя. И смотрите, когда мы имеем вот эту божественную жизнь, мы приносим что? Плод. Скажите, плод. Аллилуйя. Слава Господу. Плод – это результат проистечения Бога в тебя. Плод. Вот тогда плод появится. И Галатам 5:22, да? Как там написано-то? Галатам 5:22. Плод же Духа, и там целых 9 плодов. Любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Смотрите, плод же Духа. Не сказано результат Духа там, или цель Духа. Написано плод Духа. Плод – это что-то живое. Это что-то, то, что возросло, правильно? Это то, что связано с жизнью. И я сказал, если ты будешь иметь вот это общение с Богом, если ты практикуешь вот это божественную жизнь, да? И если Божий Дух, ты имеешь общение в Духе с Богом, если река жизни постоянно в тебя проистекает, то что появляется? В конце концов, ты принесешь плод. Аллилуйя. Потому что плод – это результат проистечения богатств божественной жизни в тебе. Это результат проистечения богатства. И знаете, это богатая божественная жизнь. Аллилуйя. Библия говорит о преизобильной благодати Христовой. Аллилуйя. И ты получаешь вот это все. Аллилуйя. Если ты в этом пребудешь, требуется время какое-то, не сразу за один день не появится. Но через какое-то время у тебя появится плод. Аллилуйя. Плод вот этот любовь, радость, мир и так далее. Долготерпение, вера, кротость, воздержание.